повестка нашего заседания, сегодняшнего заседания Совета Тейпов, это активизация взаимоотношения движения Совета Тейпов с органами власти Республики Ингушетия для обеспечения и сохранения территориальной целостности и исполнения закона о репрессированном народе. Вот наша основная повестка. Вот эту повестку нашу обсудить мы не находим места, уважаемые граждане. Мы для того, чтобы обсудить эту повестку, как вот здесь сказано, с органами власти, 2 месяца назад написали Калиматову письмо с просьбой с членами Совета Тейпов обсудить вот эту повестку. Но ответа нету. Нас не принимают. Для нашего сегодняшнего, для участия в нашем заседании мы пригласили сюда адвокатов наших, тех, кто защищает лиц наших членов Совета Тейпов арестованных. Вот наряду с первым вопросом мы сегодня будем говорить и о тех людях, которые сидят, наших товарищей, председателя Совета Тейпов нашего, членов Совета Тейпов и других представителей общественных организаций, о которых рассказывать не надо, о лидерах нашего протестного движения. Колчак Масара, как вам всем известно, я являюсь защитником адвоката Малсега Ужахова не только по этому уголовному делу, но и по другим административным делам. А их всего было 5 с прошлого года. Малсег Ужахов в настоящее время он задержан, находится под мерой пресечения и содержится по страже в городе Владикавказ, СИЗО номер 6. Кстати говоря, я только что еду от него. Что хотелось бы сказать по предъявленному обвинению и в целом по уголовному делу. Сначала Малсега обвиняли в том, что он совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации через часть 3 и 33, то есть якобы организовал насилие против представителей власти, сопряженное опасностью для здоровья, жизни и так далее сотрудников. Само обвинение, изначально предъявленное по этой статье, оно очень размытое, не конкретизированное, оно многогранное с точки зрения размытости, имеется в виду опять же. То есть, если само обвинение по закону, оно предъявляется человеку, то оно должно быть конкретно конкретизировано. Если, допустим, его обвиняют в организации какого-либо насилия, то там должно четко указывать, какое насилие, где организовал, как организовал, в каком месте это все происходило. То есть должны быть прописаны абсолютно конкретики. Ничего такого в данном обвинении нету. Мы с Малсегом, прочитав его, не поняв, даже я, будучи адвокатом, его толком не понимаю такого обвинения. Я знаю требования закона, каким должно быть оно. Но то, что нам предъявили, для меня даже как для юриста, оно непонятно. И мы в письменном виде подали заявление, чтобы нам разъяснили, в чем он обвиняется. Чтобы Малсег мог понять, в чем именно его обвиняют, это его право знать, в чем он обвиняется, оно прямо предусмотрено законом. На что нам был такой дан ответ: вы не даете показания и считаем, мы не нужно вам разъяснять обвинения. То есть, оно обжаловано, и завтра состоится суд в Ессентукском городском суде, и там работа ведется уже. Далее не нам, а Малсегу вменили обвинение по части 2 статьи 239. В том, что он возглавлял Совет Тейпов, имеется в виду Совет Тейпов, это организация, общественная организация, которая призывала так или иначе граждан на какие-то правонарушения, толкая их и так далее. То есть здесь
само обвинение, оно очень интересное. Там даже прописаны те постановления, по которым и Малсик, и другие лица мною лично были оправданы по административным делам. Вот эти административные дела даже в этом обвинении прописываются и предъявляются Якову Малсику. В данном направлении тоже достаточно активная работа ведется. Это обвинение тоже обжалование у нас в Ессентукском суде. Завтра состоится судебный процесс, и мы будем разбираться уже детально в этом вопросе. Малсик сам, не зная, в чем он обвиняется, не зная и не понимая предъявленного обвинения, в силу всех этих обстоятельств не мог дать какие-либо показания, поэтому он попросил следствие разъяснить ему, а позже, поняв, в чем его обвиняют, сказал, что он готов дать показания и разъяснить следствию, на все поставленные вопросы дать ответ. В общем и в целом, если говорить, то само дело, мне кажется, оно изначально, первое дело было возбуждено 25 марта по статье 212, а позже уже соединено с тем делом, которое возбудили по 318 статье. То есть сам митинг проходил 26-го. Первоначально возбужденное дело 25 марта, оно ссылается на то, что где-то на каком-то паблике или на сайте какой-то комментарий был, призывающий свержение каких-то там изменений в госструктуре, власти, свержение и так далее. Ссылаясь на это, дело было возбуждено. Но в данном случае, при таких обстоятельствах, следствие должно конкретно, у следствия есть возможность выявить, с какого IP-адреса данный комментарий поступил, откуда поступил. То есть эти все вещи должны выясняться, и я не вижу оснований для соединения этих дел. Как я полагаю, это сделано целенаправленно, чтобы подсудность поменять, и чтобы вывести это дело под военный суд. То есть в данном случае в районных судах или у нас в судах, в Ессентукском или в Нальчикском суде, чтобы эти процессы не проходили. Конечно, итог, как мы уже предполагаем, будет рассмотрение дела в военном суде. Теперь относительно того, задержания и вообще предъявления обвинений всем задержанным, в том числе и Малсику. Малсик сам, как всем вам известно, это общеизвестный факт, был задержан у себя дома в селении Барсуки Назрановского района. Он был утром в 6 часов вывезен из дома, задержан, и в 17 часов 20 минут вечера того же дня был составлен протокол о задержании Ужакова. То есть, опять же, что мы имеем? Следствие ссылается на место задержания, указывая на протокол. Когда в то время Конституционный суд указал на то, что задержание должно происходить по фактическому месту задержания, по времени фактическому задержанию время исчисляется. То есть в данном случае это сделано целенаправленно, чтобы подсудность была Нальчикского городского суда при избрании меры пресечения. А так это все должно было происходить непосредственно на территории Республики Ингушетия, подсудность которого является Магайский районный суд. Далее, при продлении, как и при избрании, так и при продлении мною на все эти недоработки указывались. Здравствуйте. И далее мною на все эти замечания, нарушения указывались в суде, на что, естественно, не обращают внимания. Хотя в самом протоколе и так далее прописывается, ссылаясь на часть 4 и 108, но фактически и по закону, и по рекомендациям, по указаниям Конституционного суда этого не должно было быть. То есть на все эти нарушения закрываются глаза, оно как-то самотеком избирается, продлевается и так далее. Более того, не то что подсудность Магайского,
избирают меру пресечения и продлевают в городе Нальчик. Содержится Ужаха в Владикавказе, а задержан он в действительности на территории Ингушетии у себя дома. То есть здесь вот такая вот карусель. Это специально делается, чтобы как-то, не знаю, как-то нас запутать, что ли, что, естественно, ни у них, ни у кого не получится. Люди, которые разбираются в этом, все прекрасно знают, где он должен содержаться, где подсудность должна быть, где следствие должно быть. Более того, по закону, по части 8 статьи 109 УПК, Ужахов должен был не только там, ссылкой на то, что по месту расследования, оно в данном случае тоже не актуально, потому как место предварительного следствия самим же следствием определен город Магаз. Есть постановление от 4.04.19 года, в котором четко и ясно все это прописано. Об утверждении обратном, что это постановление отменено, или же место предварительного следствия поменялось, по крайней мере, не до меня, не до моего подзащитного, эту информацию не довели. Соответственно, мы исходим из того, что есть у нас на руках. Мы и должны так и сообщить. Поэтому мы считаем, что содержание по страже в городе Владикавказ Ужахова, оно незаконно. Как избрание, так и продление мер пресечения на территории города Нальчик или в Ессентуках, что мы в последующем не исключаем, оно тоже незаконно. Ужахов Малсик, по нашему мнению, он должен содержаться на территории Ингушетии, а также вопросы, связанные с подсудностью, они непосредственно относятся к территории Республики Ингушетия. Если у вас какие-то вопросы ко мне есть относительно Малсага и по делу, я готов ответить. Заместитель председателя комиссии по защите прав и этики адвокатов Федеральной палаты адвокатов защищает Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева и Мусу Мальсагова со своим коллегой Алексеем Мирошниченко. Зовут его Вадим Клювган. Из тех, кто их туда определил, что сломать их не получится в любом случае, то это на самом деле так. Я, например, уже это понял. Значит, что касается самой этой истории, вот мы сколько, месяца полтора, уже около 2 месяцев, как с моим коллегой Алексеем Мирошниченко вступили в дело. Знаете, я вам что скажу, я так, в общем, не первый день, не первый год в адвокатуре, кое-что повидал до адвокатуры. Но вот как адвокат я работал по болотному делу, если слышали, в Москве такое было. Да. 7 лет уже прошло. Казалось бы, что это было вчера, уже 7 лет прошло. Вот. И сейчас в Москве у нас тоже там снова очень похожее дело, и на это дело, и на то первое болотное. Вот лекала все одни и те же. Это говорит о том, что и дирижеры одни и те же. Да. В Москве, к сожалению, не все видят, не все понимают вот эту связь между этим делом здесь в Ингушетии и московскими событиями. Это понятно, почему, расстояние, то, что ближе, то понятней. Вот. И мы, конечно, сейчас будем пытаться эту связь объяснить, и уже начали это делать. Но для нас самих она совершенно очевидна. То есть, начиная с того, что сами беспорядки, если можно их так назвать, вот то, что было, например, здесь, они, конечно, спровоцированы. И они спровоцированы не теми людьми, которые собрались. Люди собрались, потому что у них есть право собраться, и потому что они там не согласны с тем, что делается. Или наоборот, с тем, что не делается. С тем, что изменилось в законе, что изменилось в границах. Неважно, у людей есть право собраться, и они это право используют. Никто не может им мешать и препятствовать. Вот меня сегодня Ахмед Барахоев спрашивал, говорит, подожди, я по Конституции, вот я ее уже несколько раз перечитал, пока я здесь, там нет, не написано, что я должен разрешение просить. Я должен в известность поставить, уведомить, все. Чистая правда, так и есть. Вот переворачивается все с ног на голову, начиная с этого пункта.
Значит, сначала говорят, что ты там чего-то не получил, какого-то согласования, которое, вообще говоря, не требуется. При том, что видно было, что все подготовились. Уведомление было, они успели там развернуть и войско свое, и камеры поставить, и все. Значит, что еще нужно? Целенаправленно. Дальше нужно обеспечить порядок, и чтобы люди могли собраться. Вот начиная с этого. Дальше применение силы, которое совершенно никакими законными причинами не объяснимо и не вызывалось, и не требовалось. Вот. Приказ разойтись за 10 минут, который заведомо невыполним, значит, он дается именно для того, чтобы потом на этой почве спровоцировать беспорядок. Дальше говорят, насилие по отношению к сотрудникам полиции, там, Росгвардии, неважно, властям. Насилие к властям применять нельзя, это чистая правда. Только забывают одно маленькое «но» добавить. Власть должна действовать законно. Если власть действует незаконно, эти правила уже не действуют. Люди имеют право защищаться, в том числе и от незаконно действующей власти. Уже действуют другие правила, другие законы. Это еще очередная уловка, когда все переворачивается с ног на голову. А дальше начинается, значит, оформление большого и страшного дела. Оно должно быть очень страшным, там должно быть много фигурантов, которых нужно обвинить, там неважно в чем, но чтобы все это выглядело как вот ужасные люди совершили ужасное действие, злодейство точнее. Вот начинают писать эти все протоколы, сначала административные протоколы, пишут под копирку, потом вставляют фамилии. Фамилии совсем не обязательно вообще имеющие отношение людей к этим событиям, ну, кого поймали, то и хорошо. Главное, чтобы было много. Когда много, трудно разобраться. Вот до кучи все пойдут. А при этом главные назначенные виновниками уже определены, и для них вообще ничего не нужно. Это будет просто подгонка. Это потом вторым этапом после административных протоколов уголовное дело. Массовые беспорядки, насилие в отношении, значит, представителей власти в разных комбинациях с разными там вот бантиками, фантиками, цветочками. Везде все это одно и то же, одинаково. И пишут так, что невозможно определить, что конкретно вот конкретному человеку вменяется, вот какие к нему претензии. Все общие слова. Они организовали, они обеспечили, они призвали, они были не согласны. А конкретно-то что сделал человек? От чего человек должен защищаться? Вот мы просим, мы не понимаем. Вроде все по-русски написано, и мы вроде с русским языком как-то знакомы, да? Но что вы написали, понять нельзя. Как нам защищаться от обвинения, которое вы не сформулировали? Не то, что вы его не доказали, его нельзя доказать, невозможно. То, чего нет, доказать невозможно. Но вы его даже не сформулировали, не описали, что мы тебя обвиняем в том, что ты взял этого человека за руку, сказал ему иди туда, а этого человека послал сюда. Вот это где? От этого же надо защищаться. Этого ничего нет, вообще ни слова. Специально делается. Специально делается, потому что, во-первых, сказать нечего, а во-вторых, вот, чтобы затруднить защиту. Дальше на это все накладывается то, о чем вот сейчас рассказывал Ибрагим. Я застал конец. Ой, извини, пожалуйста. Джабраил, прости. По поводу вот этих всех манипуляций, где все должно быть. Есть простые правила, законом определенные. Расследование любого события должно происходить там, где это событие было. Логично? Логично. Там люди, там свидетели, там следы, все. Есть исключения, когда, например, какого-то высокого уровня следственный орган, вот как по этому делу, например, там следователь по особо важным делам, при нем следственная группа, там несколько десятков следователей, они сидят в Ессентуках. Ну хорошо, вы хотите, чтобы там это было, ну расследуйте тогда там. Ну где-нибудь в одном месте вы это должны делать. А они, значит, бегают по всему Северному Кавказу, по всему, вот, без преувеличения, по всему Северокавказскому округу это следствие бегает. Растолкали людей, значит, непонятно почему, Нальчик. Ну, про Владикавказ я уже даже и говорить не хочу. Ингушский старейшин, осетинский изолятор, это, конечно, такая особая. Видимо, так сильно боятся, что даже Нальчика не хватило. Значит, задержали дома в Ингушетии, перевезли сначала в Нальчик,
сфальсифицировали там бумаги, что якобы там их задержали. То есть, получается, они как будто сами гуляли из Ингушетии, прогулялись до Нальчика и пришли туда в здание полиции и сказали, вот мы пришли, задержите нас. Вот по их картине так получилось. Мало этого, там арестовали, еще потом в Владикавказ увезли. Остальных оставили в Нальчике. Почему в Нальчике, объяснений нет. Никаким законом это не предусмотрено. Сами бегают, следователя найти нельзя. Там есть вот один главный у них, руководитель следственной группы. Остальные, которые у него, они без всяких прав и полномочий. Он им все запретил. У защиты ничего у адвокатов не принимать, никаких документов, значит, все по почте, ни с кем не встречаться, все. Вот конспирация. То ли боятся чего, то ли еще, чтобы, значит, еще поверх всего этого сложности создать. И вот они как зайцы, значит, бегают по этому всему. То в Ессентуках что-нибудь устроят, то в Нальчике, то, значит, еще где-то. И мы должны за ними, вот по их следам. Мы в один день слышали 3 версии, где одновременно находился вот этот руководитель следственной группы. Одни нам говорили, что он у себя в Ессентуках, другие нам говорили, что он в Нальчике, помнишь, да? А третьи говорили, что он во Владикавказе. Его никто не видел. В один и тот же момент. Вот. И на этом основании или под этим предлогом никто ничего не берет. Мы говорим, вот мы приехали, вот наши документы, пожалуйста, возьмите, чтобы мы в дело вступили как вполне. Мы не можем. Только он может. А где он? И вот дальше поехало. Вот это все произвол, помноженный на произвол, беззаконие, помноженное на беззаконие. Это все делается единственное, с одной целью, никаких других тут целей нет, и глубин искать не нужно. Это делается все только для того, чтобы замаскировать беззаконный характер преследования. И облегчить себе, им, я имею в виду, тем, кто это беззаконие творит, облегчить заметание следов вот этими фальсификациями. Сегодня здесь, завтра там, просить не с кого. Вот. Поэтому, значит, все то же самое в московских делах. Даже больше скажу, здесь кое-какие ноу-хау испытываются, которых еще в Москве не применяли. Например, вот это вот обвинение, которое в отношении, значит, 5 уже теперь получается, да, после того, как девушка еще появилась, значит, организация применения насилия к представителям власти. Вот это я здесь встречаю впервые, вот здесь, в Ингушском деле. В Москве еще пока такой конструкции не применяли. Видимо, обкатывают. Вот. Другое что-то, значит, применили в Москве, теперь обкатывают здесь. Например, когда берут самых таких вот рядовых участников беспорядков, скажем, да, там что-то бросил, что-то там по щиту ударил, даже не понимал, что делал, может быть. С ним там проводят долгие и тяжелые беседы. Говорят, признавай, мы тебе сделаем чуть полегче статью, там не часть вторую, часть первую, там срок поменьше, но за это ты признаешь, что ты вот, как бы согласен, что ты виноват, а мы тебе туда натолкаем, значит, это они уже про себя, да, человек этого даже не понимает. И пишут ему туда, что он движимый единым порывом, значит, вот с этими организаторами, а эти организаторы испытывают чувство личной ненависти к главе республики, к его действиям. Понимаете, и вот так создают эти кирпичики из маленьких вот этих дел, которые потихонечку можно направить в суд, быстро-быстро там через суд провести, а потом сказать, а вот суд уже это установил. Что вот этот человек, который там, может, случайно первый раз как-то мимо проходя оказался и там что-то куда-то бросил или не бросил, а он, оказывается, был организован вот этими лидерами и испытывал такую сильную ненависть ко всему, что делает ингушская власть. Вот такие вещи. Это в Москве уже пробуют такое тоже делать, сейчас это и здесь. Вот. И еще один общий момент, это, конечно, то, что лидеров пытаются дискредитировать как личности. Это делается и там, и здесь. Это что такое? Это значит все иностранные наймиты, вот откуда-то там из-за границы какие-то деньги. Вот. Мне сейчас Ахмед сказал, мы с ним это обсуждали, он говорит, слушай, хоть кто-нибудь бы что-нибудь профинансировал. Хоть не так обидно бы было. Вот. Нет, значит, деньги из-за границы, там эти про Майдан говорят, эти говорят там про международный терроризм, эти про Госдеп, кто про что. Но главное, что люди не самостоятельны. Да? Организаторы действуют на деньги иностранные, подкупленные ими.
а рядовые участники сбиты с толку организаторами. То есть к людям полнейшее неуважение, люди сами как будто не в состоянии понять, где у них добро, где у них зло, принять решение, отвечайтесь, это за людьми не признается. Вот. Поэтому, конечно, единственный такой плюс, как говорится, во всем есть свой плюс, да, что, конечно, благодаря вот таким вот тяжелым испытаниям, через которые проходят люди, воспитываются граждане. Из молодых ребят, которые попали вот в эти жернова, воспитываются граждане. Они начинают думать, о чем они никогда не думали, и, может быть, и не думали бы, если бы с ними вот такое не случилось. Вот. И это те, кто во власти это делают, они, конечно, себе на голову делают. Вот. Это мы видели в Болотном деле, это мы видим здесь, это мы видим сейчас в московских делах. Но в остальном это, конечно, очень все печально и очень все опасно. Это взрывоопасно. Это создание вот такого давления, которое может взорвать всю ситуацию в непредсказуемый момент. Поэтому мы считаем важным и правильным. И вот большое вам спасибо, что вы собрались, и что мы уже значит, и с правозащитной общественностью в Нальчике это обсуждали. Сейчас вот с вами, и в Москве мы будем это же делать, и медиа нужно подключать. Эти все истории, это по большому счету одна история. Понятно, что везде индивидуальные судьбы, и мы каждого защищаем индивидуально. Но по большому счету, вот как граждане, как юристы, как правозащитники, мы понимаем, что это одна большая история. Все нутро, которое, вот это отвратительное, беззаконное нутро, должно быть обществу и миру видно и понятно. И нет разницы в том, что какое-то безобразие произошло в Ингушетии, а какое-то безобразие произошло в Москве. Это все одно большое безобразие. Мириться с этим нельзя, и говорить об этом, конечно, нужно в полный голос, что мы уже, в общем, начинаем делать. Нелегко, надо сказать, потому что, понятно, официальные каналы для нас закрыты. Там идет государственная пропаганда, которая врет напропалую, поддерживая вот эту всю лживую историю. Но мы находим другие. У нас есть сегодня интернет, по счастью, есть живое общение. Будем это продолжать. Таким образом, завершая, скажу так, что наша задача, как мы ее понимаем, это юридическая защита, основанная на том, что обвинения фальсифицированы, действия преследующей стороны незаконны, права все, начиная от конституционного права на мирное собрание и кончая правом на защиту, нарушаются тотальным образом и систематически. И в последней жалобе, направленной заместителю генерального прокурора по Северокавказскому округу, мы уже поставили вопрос о том, что действия самого следствия нужно проверять на признаки преступления. Они уже достаточно дали для этого основания. Вот. И неразрывной частью защиты общей, это, конечно, наша публичная работа в информационном пространстве, в общении с людьми, для того, чтобы люди знали правду, как оно на самом деле все обстоит. Так что вот, как-то так. Спасибо вам за внимание, Вам за поддержку. спасибо. Мы 3 из 5 административных постановлений, ранее вынесенных, нами отменено, и Малсик Бужахов по ним оправдан. Дела они прекращены, производство по ним прекращено. То есть на данный момент у нас только остается 2 административных дела, и по ним тоже активно работа ведется. Это очень важный момент, как по уголовному делу, так и в общем, потому как Малсик никаких противоправных действий не совершал, поэтому просто, чтобы вы были в курсе, вот эти 3 дела из 5, по ним он уже реабилитирован, мы их отменили, производство по ним прекращено. кто? Магомед Абубакаров, адвокат. Чей? Ассаламу алейкум. Всех приветствую. Чей это? Я представляю Бараха Чемурзиева наряду с коллегами. Я вспомнил. Да, мы с вами О, тоже да. общались. А Оля. Там ровнее земля, поэтому удобнее там было стоять. Ну, Можно сюда. Там как-то- Кресло. А, кресло не нужно. Вот, наряду с нашими коллегами также защищаем. Я в Нальчике работаю. Ну, здесь что можно, если в 2 словах.
полностью поддерживаю. Позиция у нас, у всех защитников по этому уголовному делу, в принципе, одна. Она не противоречит друг другу. Здесь абсолютно сфабрикованное уголовное дело. Я не говорю о том, что насилия не было. Да, насилие было, но правильно сказано, что это насилие было спровоцировано. Вот именно в пользу версии, что провокация была, можно проследить то, каким образом происходили те публичные мероприятия, которые происходили на территории Республики Ингушетия, начиная с 2018 года. Людям давали собираться и неделями, и 2 недели стояли люди. И никто их не разгонял. Ни один человек такой порядок по самоорганизации, который проводили публичные мероприятия, как в Ингушетии, то есть ни один субъект, наверное, не сможет похвастаться, с учетом того, что здесь была критика к действующей власти, к действующему руководству республики. И при всем при этом никаких правонарушений за весь этот период времени не происходило. И заметьте, когда началась эта провокация, когда эти митинги проходили, у нас глава Республики Ингушетия, уже бывший глава Республики Ингушетия, господин Евкуров, сделал заявление по телевидению, где, в принципе, прямым текстом указал, что активистов, ребят надо сажать, что там их убирать надо. Ну, наверное, это не новость, в интернете везде эта запись играет. Да. Что дальше интересно, ведь тот же Барах Чемурзиев от опоры Ингушетии, который подавал уведомление на проведение публичного мероприятия, там не было даты 26 число. Там были даты 26, 27 и 28 марта. Первое уведомление, которое они чуть раньше подали, им определили не МАГАС, а там название какое-то. Нет, они второе уведомление, не согласившись с таким. 22 числа было вот на площадь перед телерадиокомпанией в МАГАСе вот, уведомление подано. 22, почему я вот делаю акцент на этой дате? 22 марта. 22 марта, 25-го я якобы от администрации правительства Республики Ингушетия есть письмо с исходящей датой 25 число, где они говорят, что мы согласовали одну дату, 26 марта 2019 года. При этом о том, почему нельзя провести 27-го, а закон этого требует, если нельзя или место не подходит, значит надо указать, что в этот день какие-то мероприятия, или мы будем мешать. То есть право проводить публичные мероприятия, вот с точки зрения Конституции, о свободе собраний, коллеги только что об этом говорили, оно может быть ограничено только объективными какими-то данными. Так, чтобы мы не нарушали, то есть те лица, которые хотят собраться и хотят провести митинг, шествие, я не знаю, любую форму публичного мероприятия, они не должны мешать другим гражданам. И из этого, то есть в том числе экстренным службам, другим службам. Но ни одного слова, что вот 27 или 28 числа кто-то кому-то там помешает или почему-то нельзя. Но это, то есть у нас правительство Республики Ингушетия за людей решает, собираться им или нет. Ведь какой-то ответ должен был быть насчет 27 или 28. Нет, только 26. Что здесь примечательно? Под конец 26 числа организации публичного мероприятия, те активисты, которые там находились, с учетом того, что люди хотели продолжать публичное мероприятие, тут было подано именно 26 числа вечером, они еще одно уведомление подали на продление данной акции, как на 27 и на 28 число, как это было изначально. Но им отказали. Им отказали, сослались на закон, что вы не в сроки подали, там 10-15 суток, их надо не раньше 15 и не позже 10. Вот в эти 5 суток мы должны уведомление подать по закону. И они по этому принципу отказывают. И вот такой вопрос объективный возникает. А что, первое уведомление на 26 число, оно было подано в срок? То есть им надо было, чтобы люди собрались. Но им также нужна была провокация. То есть, если 22-го подано, 26-го проводится, мы же понимаем, что в 10 суток не выдержали организаторы публичного мероприятия, и им должно было быть отказано. Как должно было быть отказано и ранее. К административной ответственности, здесь говорили об этом, привлекать людей начали именно после мартовских митингов, с задним числом, в том числе за осенние публичные мероприятия. По шествиям, которые длились там несколько дней, каждый день, по сути, за одно и то же, будем говорить в кавычках, административное правонарушение, несколько раз привлекали. Это, конечно же, все
показывает, что это провокация. Потому что если бы это не было провокацией, наверное, таким же образом, как и раньше собирались, люди бы высказали бы свои требования, выступили бы и разошлись. И никаких причин для уголовных дел или еще чего-то не было. А дальше нужна была провокация, потому что то, что происходило, вот, например, как разгонялись, фактические данные, да, когда ночью люди там находились, каким образом они действовали на собравшихся людей, да, утренний намаз, они включают спецсигналы и ждут именно такого момента, где могут задеть чувства людей, в том числе религиозные, другие чувства. Молодежи много было. Поэтому, конечно же, была здесь провокация. И, на мой взгляд, она неприкрытая провокация. Касаемо уголовного дела, ну, если насилие было, да, спровоцировано это насилие, но если даже имело быть место насилия, там очень много было видеокамер, которые сами люди снимали, сотрудники полиции снимали со всех сторон. Они имели возможность определить конкретных лиц, которые насилие это применили, и им предъявить обвинение. И я бы согласился бы в какой-то степени со следственными органами, если бы они начали бы работать сперва по 318 части 1, в каждом случае возбуждая уголовные дела, по закону их расследуя, и если в рамках этих расследований выявятся какие-то факты, что это насилие было организовано, какая-то вот логическая цепочка, она бы была бы прослеживалась, и мы могли бы с вами ее пощупать. Но мы этого не можем сделать. Почему? У нас 25 числа, правильно Жабраил Куреев заметил, у нас первое дело возбуждено 25 числа по 212 части 3. То есть призывы, которые были, там в интернете какое-то видео выложили с призывами на свержение, комментарий, но был призыв, сам факт. По этому призыву, например, на мой взгляд, я не удивлюсь, если этот призыв, вот этот комментарий, вот это то, что имело место быть в интернете 25 числа, это могло быть, кто-то в компьютере сидит в погонах и знает, что 26-го митинг будет, и он 25-го, они дают разрешение, 25-го какие-то призывы появляются. Ну, если докопаться, я думаю, если бы можно было бы какой-то след найти, я думаю, куда интересно, куда бы этот след привел. И они 27 числа, что немаловажно, возбуждают уголовное дело по факту применения насилия по части 2 318, опасное для жизни. То есть через несколько часов, в тот же день, не проводя каких-либо следственных действий, следственные органы приходят к выводу, что все насилие, которое имело место быть 27 числа, оно было опасное для жизни и имел единый умысел именно на применение этого опасного насилия. Ну, опять же, это бред, в который нельзя поверить. И это, наоборот, показывает, каким образом действуют сегодняшние власти. Далее, конечно, у них задача была изолировать. Потому что, вот, например, по Бараху, Чемурзиеву, по другим, там первое, что пишут, они не скрывают это, мы уже раньше об этом говорили. Он имеет влияние на молодежь. Там не говорится об уголовном преступлении, там не говорится, что он совершил какое-то преступление. Высокий авторитет. То есть, по сути, изолировали людей, они не отрицают. Это прописано черным по белому в их постановлениях. Это только из-за того авторитета, который они имеют среди граждан Республики Ингушетия, и не только, и за пределами. Они сами это прописывают и говорят, что их поддерживает молодежь. При этом им избирают меру пресечения. На мой взгляд, вообще в первый раз случай такой, когда административно, они-то тут, например, Бараха, 3 апреля у него провели обыск в доме. Забежали в дом, попросили какие-то вещи, он добровольно выдал эти вещи, потом его увезли, обыск проводился уже без него, а его увезли в военную часть, потом привезли в суд в конвое, лишили всех, каких можно было прав, в том числе на защиту. Даже участковых не запустили. Никого туда не запустили. Рядом участковый, вот Зейтов. Он в суде говорил, дайте мне возможность. Он говорит, надо с адвокатом приходить ему. Видно, что человека привезли под конвоем, неизвестно кто, потому что его не участковые привозили, его привезли в масках сотрудники то ли Росгвардии, может быть наши потерпевшие, может, я имею в виду по уголовному делу, может быть другие лица, мы не знаем. Мы не знаем, кто его доставлял. Суд таким, скажем, левосудием взял
и присудил, указав, что он виновен в совершении административного правонарушения, но вот что я действительно, я много людей видел, кого за подобные вещи привлекали к административной ответственности. Но чтобы привлеченного к административной ответственности для отбытия административного наказания в виде 10 суток административного ареста на вертолете перевезли в другой субъект Российской Федерации, в моей практике первый раз. И не он один, и Бараха Чемурзиева, и других, они в Нальчик доставили именно вертолетом. В последующем, уже находясь, когда у них срок истек, отметить нужно, что до этого наши, про Бараха могу сказать, что он 2 раза был допрошен в качестве свидетеля по этому уголовному делу до 3 числа, где он ни от кого не скрывался, не убегал, давал полные показания, рассказал, что он сделал, как он сделал. Но при этом именно после истечения в 22 с чем-то они зашли, когда его надо было после 12 часов отпускать, зашли и прямо там, в спецприемнике города Нальчика, составили протокол его задержания как подозреваемого по этому уголовному делу. Да, предъявляют организацию этого насилия. Да, мы видео посмотрим, говорит, что насилия не было. Я еще раз говорю, да, насилие было, но надо определяться, из-за чего, почему это насилие произошло, кто его и в отношении кого конкретно применил и какое это было насилие, чтобы правильно квалифицировать, в том числе действия тех лиц, которые были, кто поддался этой провокации. Все, вот мы знаем, что все задержанные по уголовному делу, они говорят, что это стихийно произошло. Никто их не призывал. Это сейчас информация, и они так говорят. Но на период 27 на апрель месяц, разве какая-либо информация по этому уголовному делу была? Хоть одно доказательство было, что это насилие было с кем-то вообще организовано? Нет, не было. Более того, 25-го вот это дело по, там 2 дела по 212, когда они соединяли эти уголовные дела, то есть возбудили, ладно, но чтобы соединить уголовные дела, должна быть связь, и закон, уголовно-процессуальный закон определяет конкретные основания, то есть несколько преступлений совершены одним лицом, или там несколько лиц, там есть ряд оснований, когда есть возможности соединить в одно производство несколько уголовных дел. Здесь же ни одного основания, которое хотя бы косвенно, ну да, то, что это в Ингушетии, то, что это касается критики по отношению к власти, я имею в виду те призывы 25 числа, какими бы они ни были, кем бы они ни были сделаны. Но при этом между самим митингом, проведением митинга, публичного мероприятия, между, в том числе с фактом того, что люди были спровоцированы и стихийно пошли в какое-то небольшое столкновение с сотрудниками Росгвардии, никакой связи и тогда не было, и сейчас нет. Более того, и для соединения понятно, что оснований не было. А не тогда, если я не ошибаюсь, 2 апреля, да, господин Каченко, заместитель главного, да, следственного управления, он как раз соединил своим постановлением эти все 3 дела в одно производство. Теперь получалось, ну это как раз вот, как коллеги говорили, дало возможности по территориальной подследственности, потому что если бы у нас просто 318-ю разбирались бы, то подсудность, правильно коллеги сказали, непосредственно в Республике Ингушетия по месту его совершения. Это общая подсудность, общие правила. Поэтому мне понравилось выражение: нельзя доказать того, чего нет. Ну, это правильное выражение. Ведь я глубоко уверен, что это насилие не было организовано, оно было спровоцировано, но оно не было организовано кем-либо. И они это тоже, они лучше, чем мы, они знают, я имею в виду следственные органы, что никакой организации насилия не было. Вот столечки доказательства, хотя бы вот знаете, у нас только, наверное, в России возможно, когда не имея ничего, ни одного хотя бы косвенного доказательства, но человека сажают в тюрьму, а потом бегают, чтобы ищут эти доказательства. Чем больше времени проходит, они пытаются оправдать свое бездействие и не признают свою ошибку. Поэтому они каким-то образом пытаются человека все-таки хоть в чем-то признать виновным, чтобы не говорить, что мы там год-два человека держали необоснованно. Вот то, что происходит сегодня, по всем, я не говорю сейчас, там некоторые из числа молодежи попали на видео, как, ну, возможно, кто-то камень бросил еще, но это опять же провокация. Если говорить о лидерах протестного движения, здесь акцент правильно надо делать, потому что, когда мы говорим лидеры, могут наши слова криво истолковать.
Поэтому именно о протестном движении, говоря об активистах, кого обвинили в организации этого насилия, не изначально, начиная с марта, с апреля месяца, как они начали избирать меры пресечения на чистых городских судах, ни одного доказательства, хоть как-то обосновывало, которое вот это подозрение, которое имеется в отношении них, его не было и нет, и его не может быть. Поэтому, конечно, вот как Вадим правильно сказал, они пытаются доказывание подменить по насилию, подменить доказыванием организации насилия, косвенно его подведя под это насилие. Пытаются вводить в заблуждение вот, по части первой кого-то. Какие-то вот элементы у них такие идут. Но сам факт остается фактом. Это, как мы уже неоднократно говорили, уголовное дело, скажем так, уголовному законодательству и те процесс избрания меры пресечения в отношении всех активистов к уголовному процессуальному законодательству, Конституция нашей страны никакого отношения не имеет. Это чисто политические шаги, и они находятся сегодня изолированы только по политическим мотивам. Они не находятся под стражей, потому что они совершили уголовное преступление. Они находятся под стражей только потому, что они мешают власти. Поэтому это, если коротко, можно вот так, именно такими образами, общими словами высказаться по этому уголовному делу. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо. Ассаламу алейкум, добрый день. Я адвокат Магомед Беков, кто меня не знает. Знаем. Ростовская областная коллегия адвокатов. Значит, про правовую составляющую коллеги здесь очень хорошо рассказали. Коллега Вадим Клюган очень хорошо рассказал про безобразие, которое происходит. Магомед Букаров также по поводу всего того, что происходит. Я немножечко продолжу про безобразие, которое происходит. Ну, это самое такое, наверное, легкое слово, которое можно подобрать. Приличное слово, если его можно назвать. Да, вот именно вот приличное слово безобразие. Учитывая, что я наряду с адвокатом Клюгантом, наряду с адвокатом Думанишевым и адвокатом Сабининым представляю и защищаю интересы Мусы Мальсагова в данном уголовном деле. Я не буду сейчас касаться подробностей и деталей этого уголовного дела. Мне хотелось бы обратить ваше внимание, чтобы было понятно всем. Мне как-то один из граждан сказал: ваш юридический язык, он очень сложный для восприятия людей, простых людей. Вот я постараюсь понятным, доступным языком вам объяснить, что происходит. Происходит следующее. Значит, постановление о привлечении в качестве обвиняемого Мусы Мальсагова конкретно нами на сегодняшний день не обжаловано. Не обжаловано, почему, я объясню. Чтобы обжаловать что-то, правильно сказал Вадим Клюган, нужно, чтобы оно было. То есть мы не можем найти там то самое обвинение, которое бы нам предъявили, чтобы его обжаловать. То есть по сути его нет, оно не сформулировано действительно. И сегодня мы ждем, может быть, нам что-то предъявят, потому что всевозможные экспертизы назначены, психолого-лингвистические, лингвистические, судебно-медицинские, фототехнические, видеотехнические, генетические экспертизы. Их около 200 этих экспертиз. И срок предварительного следствия продлен до марта месяца. Сегодня мы, адвокаты, защищаем разных людей. От матерых преступников до людей, которые оступились. И люди, которые преследуются по политическим мотивам, как это произошло в нашем случае. Когда непрофессионал садится играть в карты, допустим, с шулером, он заведомо знает, что он проиграет. У нас у всех такое ощущение, что с нами играют. И играют именно шулеры. Но мы не можем играть по их правилам, потому что если ты с шулером не будешь играть по их правилам, ты проиграешь заведомо. Мы опираемся на закон. Мы опираемся на Конституцию, на Уголовно-процессуальный кодекс и на Уголовный кодекс. И мы не можем найти ответ. Что же нам все-таки предъявляют? Что же мы все-таки совершили? Что же мы сделали? Здесь правильно коллега ответил.
Невозможно вменить организацию, не доказав применение насилия, и после этого только задав вопрос тому, кто применил это насилие, а кто-либо организовывал ли тебя на применение этого насилия. Да? Из большинства наших арестованных ребят, по крайней мере на сегодняшний день, то, что известно защите, ни один из ребят не дал показания, что их организовали Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Малса Кужахов, Муса Мальсагов, Зарифа Саутиева, которая призывала не кидать стулья в толпу. Также у нас в числе тех, кто организовал применение насилия. Но это же абсурд. Возможно ли понять абсурд? Я думаю, нет. Возможно ли обжаловать абсурд? Я думаю, нет. Возможно ли обыграть шулера? Я думаю, тоже нет. Поэтому мы надеемся только на собственные силы. Конечно, на Всевышнего в первую очередь, и потом на собственные силы. И надеемся на солидарность, общественную солидарность. На вас тоже надеемся. Мы благодарим вас, что вы нас пригласили. Эта встреча давно назрела. Здесь находятся родственники всех арестованных наших. И сегодня, к сожалению, мы вынуждены, я бы сказал, может быть, даже к счастью, на свежем воздухе. У нас нет своего помещения. Его нет, потому что действительно, получается, Совет Тейпов не имеет своего помещения, потому что даже арендовав помещение, их гонят это все. Хотелось бы обратиться к новому главе Алиматову, Махмуду Али. Будьте, пожалуйста, любезны, обратите внимание на тот произвол, который продолжается даже после того, как ушел в отставку предыдущий глава. Обратите на это внимание. Общественные организации сегодня преследуются по каким-то надуманным основаниям. Лица, которые просто сдают уведомления на проведение публичного мероприятия, на второй день к ним приходят сотрудники полиции, приставы, начинают оказывать какое-то там давление. Получается, что у нас? Мы живем где? В какой стране мы живем? По-моему, у нас в Конституции написано, что каждый имеет право мирно собираться. И мирное собрание носит только уведомительный характер, а не согласование, как это прописано в законе. Это ноу-хау. Значит, по поводу, учитывая все-таки, что мы защищаем разных людей, здесь, допустим, нет адвоката Ахмеда Погорова. Я хотел бы просто, как-то он остался у нас за кадром. Почему? Потому что человек не арестован, да, поэтому как-то о нем менее говорят, да. Я бы сказал, что у Ахмеда Погорова ситуация не лучшая, чем у тех, кто арестован. Можно даже сказать, что она у него тяжелая, потому что человек неволен, да, передвигаться вольно, скажем так. И сегодня абсолютно необоснованно объявлен федеральный розыск. Был вызван в качестве свидетеля по настоящему уголовному делу, был допрошен в качестве свидетеля. После того, как его допросили, мера пресечения в отношении Ахмеда Барахоева не избиралась. Подписка о невыезде, либо какая-то иная мера пресечения, обязательство о явке. Он узнал о том, что он объявлен федеральный розыск из соцсетей. Этого человека тоже обвиняют в том, что он применил. Да, ему не предъявлено пока еще обвинение, но я думаю, это вопрос времени. Сегодня следствие набирает обороты. Здесь коллеги, может быть, не посчитали нужным или просто не вспомнили последний процесс по Ахмеду Барахоеву. Я был там не как адвокат, а как вольный слушатель. Я был на этом процессе. И здесь Джабраил Кури упомянул за постановление о территориальной подследственности, которое было вынесено в апреле месяце, что местом расследования настоящего уголовного дела определили город Магаз. Что это означает? Это означает, что продление срока содержания под стражей лица возможно только в городе Магаз. Это постановление либо по ошибке, либо по халатности, либо по неопытности. Следователь, который представлял материалы в Ессентукский суд по продлению ареста Ахмеда Барахоева, воткнул это постановление в материалы. И мы узнали об этом постановлении именно из этих материалов. То есть до сегодняшнего дня нам не было известно об этом постановлении.
И адвокаты, и Алексей Мирошниченко, который присутствовал на этом процессе, и Башир Тачиев, и Фатима Урусова обратили внимание суда, что местом расследования настоящего уголовного дела, уважаемый суд, определили город Магаз. И подавать материалы в Ессентукский суд, по крайней мере, это нарушение территориальной подсудности. То есть вы не имеете права рассматривать даже этот вопрос о продлении срока содержания под стражей, либо вообще, то есть что должен был сделать суд? Суд должен был вернуть эти материалы в город Магаз. Но у нас, к сожалению, закон пинают люди в мантии, люди в погонах, прикрываясь этим самым законом, которым якобы они руководствуются. Поэтому мы будем работать. Ни один из наших следственно арестованных не собирается сдаваться. Да, есть молодые ребята, некоторые, которые признали свою вину, но речь идет о том, что им конкретно было предъявлено, что он там бросил камень, там, да, и, то есть, если есть эта вина, да, у нас нашли ребята мужество в себе и признали эту вину. Но когда этой вины нет, когда она не сформулирована, можно ли обвинять человека в этом? Поэтому я хочу сказать, что мы будем работать, мы будем отстаивать, что бы нам это ни стоило, права наших защитных, и будем идти до конца. Благодарю всех. У нас есть кто-нибудь из адвокатов?